Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Всемирный день здоровья отмечают сегодня, в этом году, на фоне продолжающейся пандемии, планетарного экологического кризиса. ВОЗ намерена обратить внимание мирового сообщества на срочные действия. Они необходимы для защиты здоровья человека и планеты, укрепления движения за создание общества, ориентированного на благополучие человека. Как этот день отмечают в Якутии? Гостья студии Алена Никитина, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Алена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю разобраться с термином «общественное здоровье». Что он в себя включает? Это совокупность ментального, эмоционального и физического здоровья населения. Мне прежде всего хотелось бы поздравить жителей республики с Всемирным днем здоровья. Этот праздник мы отмечаем ежегодно, и ежегодно его отмечают во всем мире. И действительно в этом году Всемирная организация здравоохранения провозгласила, так скажем, темой Всемирного дня здоровья 2022 – это здоровье планеты. О чем вы, в общем-то, уже сказали только что. Да, общественное здоровье. Академик Российской академии медицинских наук Лисицын Юрий Петрович так определил, да, что общественное здоровье – это такое здоровье общества, при котором здоров каждый гражданин и созданы условия для ведения здорового образа жизни. Общественное здоровье, так скажем, на современном уровне, это такое взаимодействие государственных, муниципальных структур, бизнес-структур. Это также работа и общественных организаций для того, чтобы были созданы условия, при которых действительно каждый гражданин Российской Федерации мог бы вести здоровый образ жизни. То есть это, чтобы были созданы условия, так скажем, чтобы была создана здоровая инфраструктура, к примеру, в населенном пункте, да, где можно было бы заниматься спортом, да, где можно было не обязательно ходить, допустим, в какие-то дорогостоящие клубы спортивные, да, а чтобы можно было бы найти, так скажем, тот вид физической активности, который подходит индивидуально человеку. Да? То есть это, конечно, и ходьба может быть, да? Это может быть и скандинавская ходьба, это может быть и бег, и все что угодно на самом деле, лишь бы ежедневно проходить от 6 до 10 тысяч шагов. Это рекомендации также Всемирной организации здравоохранения на самом деле. Для начала, наверное, человек сам должен беспокоиться и заботиться о своем здоровье. В чем заключается повышение индивидуальной ответственности граждан за собственное здоровье? Да, на самом деле мы об этом очень много говорим с прошлого года. Да? Как вы помните, 2021 год был определен главой республики Айсеном Николаевым как год здоровья. Да? И когда мы очень много говорили о том, что все-таки нужно повышать индивидуальную ответственность каждого человека за свое здоровье. Потому что, опять же, обращусь к Всемирной организации здравоохранения, которая, так скажем, провозгласила, что на 60% здоровья каждого человека всей планеты зависит от образа жизни. И только на 10-18% от системы здравоохранения. И там 20%, конечно, от генетики, от экологии, и в целом, так скажем, от окружающей среды. Какие основные цели и задачи у региональной программы укрепления общественного здоровья в республике? Мы в 2018 году начали реализацию, так скажем, вначале разработку, а потом уже реализацию в рамках национального проекта, федерального проекта «Демография», действительно регионального проекта укрепления общественного здоровья.
Ну, этот проект также направлен на формирование приверженности жителей республики к здоровому образу жизни. Да, ну что это подразумевает? То есть есть определенные задачи, да, посредством которых мы можем решить, так скажем, эту проблему. Ну, одна из основных была задач — это создание Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ну, вот, который, в общем-то, так скажем, был создан на базе уже имеющейся подведомственной структуры Министерства здравоохранения, Республиканского центра медицинской профилактики, и был переименован, были изданы нормативные акты, да, то есть нас немножко переформатировали, так скажем, да, все-таки большую направленность на общественное здоровье. Ну и, конечно, медицинская профилактика — это работа с медицинскими организациями, она, конечно, с нами всегда есть, осталась и будет с нами. Также это разработка и реализация муниципальных программ в муниципальных образованиях, это работа над разработкой корпоративных программ, значит, сбережения, так скажем, здоровья на рабочем месте, потому что все-таки, наверное, не ошибусь, если скажу, что мы все-таки треть своей жизни проводим на работе. Естественно, те условия, которые созданы у нас на работе, они также должны способствовать, так скажем, оздоровлению каждого работника. И работа у нас очень большая, которая также у нас ведется, это работа с НКО, с волонтерами. То есть мы должны делегировать, конечно, свои знания, так скажем, о здоровом образе жизни тем общественникам, которые хотят говорить, умеют говорить, да, и также, мне кажется, все-таки немаловажно, что для каждой аудитории, так скажем, должен быть какой-то свой источник, так скажем, информации, естественно. Я имею в виду детей, молодежь, пожилое население, ну и активное, наверное, вот, трудоспособное население. Предлагаю обратиться к статистике. Какие заболевания чаще всего диагностируют в Якутии? Может быть, есть какая-то общая картина по региону? Ну да, если обратиться к статистике, конечно, это на первом месте более 33% это болезни системы кровообращения, болезни системы органов дыхания, далее более 10% это болезни кровообращения и болезни пищеварения. Но мне все-таки хотелось бы обратить наше внимание, на внимание населения, все-таки на такую печальную, так скажем, статистику, которая у нас имеет место быть по все-таки смертности населения. Смертность населения у нас уже из года в год, очень долгие годы, на первом месте занимает это болезни системы кровообращения. Что я имею в виду? Это острые состояния, такие как инфаркты миокарда, это инсульты. Действительно, от этих заболеваний люди чаще всего умирают в республике. И вот последние 2 года, к сожалению, эти цифры растут. Хотя до, так скажем, доковидное время у нас было, в общем, такое стойкое снижение этих показателей, но, к сожалению, ковид, конечно, он, так сказать, привнес свои вот печальные, так скажем, последствия. И как раз-таки ковид, он именно влияет на сосуды. Вот, поэтому вот в связи с этим все-таки много постковидных осложнений, на самом деле, от которых потом люди умирают и от инфарктов, от инсультов, ну и каких-то хронических состояний кровообращения. Если говорить о коронавирусе, вообще как ковид сказался на вашем направлении деятельности, с какими трудностями пришлось столкнуться? Да, конечно, на самом деле с трудностями, наверное, столкнулось все общество, да, но, конечно, особую роль, так скажем, была отведена, естественно, системе здравоохранения, но мы на самом деле ну, вообще у нас наше образование такое фундаментальное, да, и одно из, так скажем, направлений — это, естественно, мобилизационная, так скажем, работа, да, мы с ней знакомы не понаслышке, да, и, так скажем, в прежние времена мы тоже, так скажем, готовились, у нас проводились всевозможные учения, тренировки и все прочее по ГУЧС и по мобилизации. Вот, и в 2020 году, так скажем, нам пришлось воочию все это применить. На самом деле, действительно, система здравоохранения, мне кажется, все-таки выстояла. Это достаточно тяжелые годы, действительно, это такая огромнейшая нагрузка была на систему здравоохранения, в которой поменялось все, мне кажется.
Это, конечно, и прежде всего, мне кажется, отношение и, конечно, конкретно человека к своему здоровью. Все-таки, мне кажется, стали больше внимания обращать на здоровье, стали как-то заботиться, профилактировать, больше стали ходить на какие-то вот профилактические мероприятия. Ну, хотелось бы, чтобы это еще больше было на самом деле. Конечно, у нас очень много что изменилось. У нас, во-первых, изменился формат вообще проведения профилактических, так скажем, мероприятий. Были у нас месяцы, когда у нас был вообще запрет по, так скажем, эпидемиологической ситуации, которая у нас была в республике, да. Все были мобилизованы, вся, так скажем, медицина была мобилизована на оказание, так скажем, неотложной помощи, да. И, конечно, не было возможности проводить какие-то профилактические плановые мероприятия. Но наша работа не стояла, мы просто перешли в онлайн-формат. Все наши, так скажем, школы здоровья, какие-то лекции с населением, вот, со школами у нас много очень было, так скажем, вообще у нас очень много такие тесные взаимоотношения, да. Все перешло просто в онлайн-режим на самом деле. Мы записывали различные уроки, видеоуроки в Ютубе, когда была возможность, мы выкладывали все в Ютубе и в Инстаграм, в общем, во всех соцсетях на самом деле мы активно работали. И, конечно, мне кажется, это вот эти 2 года, это такой взлет и развитие, так скажем, информационных технологий, конечно. Это дистанционные консультации, уже, мне кажется, вся республика уже знает и активно пользуется этим, да. Это, конечно, и когда есть возможность проконсультироваться с врачом онлайн, закрыть больничный лист онлайн. Это все на самом деле удобно, и самое главное, мне кажется, в нашей республике с нашей транспортной доступностью, да, с нашими расстояниями, это очень актуально, и оно будет, конечно, дальше развиваться на самом деле. У нас остается буквально 1 минутка. Расскажите вкратце, какие мероприятия готовятся в этот год матери, который у нас наступил, ну и что бы вы пожелали нашим зрителям во Всемирный день здоровья? Да, действительно, у нас очень много мероприятий готовится, уже проводится в Год матери. Это различные и, значит, школы здоровых мам, это и школа будущих мам, это и школа питания для будущих матерей, там, кормящих матерей для детей до года. Это и у нас вот будет очень, кстати, большое мероприятие, как преображение, да, когда мы пригласим многодетных мам и поработаем, так скажем, не только там со здравоохранением, да, но и с другими структурами для того, чтобы преобразить маму. И вообще действительно очень много будет внимания здоровью женщин. Ну и, конечно, во Всемирный день здоровья я всем хочу пожелать крепкого здоровья, берегите себя, берегите своих близких. Алена Михайловна, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. До свидания. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.